Так, итак, всем добрый день. Вы подключились к онлайн-мероприятию Центральной городской библиотеки имени Белинского. И сегодня мероприятие под названием «Новое лицо главной площади города Якутска» буду вести я, Василина Ефремова, сотрудник библиотеки. Перед тем, как начнем, я хотела бы вас поздравить с 389-летием города, пожелать не только горожанам, но и всем жителям республики здоровья и благополучия. Так, пока все присоединяются потихо, да я уже начну. Да. Наше сегодняшнее мероприятие пройдет немного в новом формате для нас. Если вы смотрите YouTube, у вас, скорее всего, уже есть свои любимые блогеры, да, и, наверное, многие из вас, как и я, не буду скрывать, смотрят реакты, да, реакты блогеров на передачи, на фильмы, мультфильмы, на косметику, на рассылки. И сегодня будет, вот по типу этого, будет мой субъективный реакт на проект по реконструкции площади Ленина. Да? Я не имею отношения к архитектуре, я не инженер, у меня нет специального образования, я не дизайнер. Я буду подходить ко всему как простой горожанин. Да? В этом плане мы рассмотрим этот проект, поэтому некоторые моменты, возможно, я буду как-то по-простому вам излагать, поэтому прошу понять и простить. Итак, что же я хотела еще сказать, прежде чем начать? Так, по-моему, основное я уже все сказала, да? Так, насчет, хотела еще сразу сказать, что было заявлено, что к нам присоединится ТПО «Резерв», да, это победитель вот этого проекта, да, по реконструкции, но в последний момент они, к сожалению, отказались, не смогут выступить у нас, да, поэтому я от их имени приношу вам свои извинения, что так получилось, но ничего, мы скучать тоже не будем. Я этот проект нашла, скачала, посмотрела, изучила, и сегодня я все вам тоже, как сказать, своим этим все, ну, в общем, мы вместе с вами все сегодня посмотрим, да. Вы можете писать в чате спокойно, я буду поглядывать на чат, если будут какие-то вопросы, сразу буду попутно постараюсь отвечать на эти вопросы, и если у вас будут какие-то комментарии, я тоже буду на них реагировать, хорошо? Это попутно пока. Так, и сейчас я запущу демонстрацию экрана для начала. Так, всем, надеюсь, хорошо видно. Сейчас, минуточку. Итак, в 2019 году агентство стратегического развития «Центр», да, это московская компания, они занялись организацией конкурса, да, открытого всероссийского конкурса на проектирование площади Владимира Ильича Ленина в городе Якутске, да. То есть они не заказчики, они только организаторы, да. Прошу это учесть. Так, и я зашла сначала, заходим на их сайт, да, сразу хочу сказать, что вот данное агентство «Центр», да, у них, хочу сразу их похвалить, у них очень хороший сайт, мне очень понравилось, потому что он такой интуитивно понятный, да, то есть если я сажу сейчас свою бабушку, да, перед этим сайтом, она спокойно все найдет, посмотрит, поэтому вот одни похвалы, короче, да, к этому сайту, поэтому тем же манером, да, он такой очень логичный и в своем роде такой очень интересный сайт, да, простой в своем исполнении, но очень, как сказать, информативный, вот. Итак, мы, например, дальше спускаемся вниз, и здесь видим, видите, Республика Саха-Якутия. Так,
Открываем. И открывается у нас, видите, они уже провели у них уже в копилке, то есть 4, как сказать, 4 проекта, да? 3 конкурса и 1 аналитика, да? Меня еще заинтересовало, так, один это Кангаласы 2.0, стратегия развития, дорожная карта, так, территории, потом конкурс, открытый всероссийский конкурс на разработку архитектурной концепции плана парка будущих поколений в Якутске. Кстати, меня это тоже очень заинтересовало, в принципе, да, я немножко там тоже посмотрела. Тоже очень интересные проекты. Так, затем открытый всероссийский конкурс с международным участием на создание концепции туристского кластера в селе Аймеконе. Об этом я вообще даже ничего не слышала, да? Тоже интересно, можете посмотреть в свое свободное время. Но нас интересует открытый всероссийский конкурс на создание концепции площади имени Владимира Ильича Ленина в городе Якутске. Так, нажимаем. И вот нас перебрасывает сюда, да, о проекте. Здесь немножко вступительное слово, как бы, да, вообще о проекте немножко. Здесь представлены фотографии нынешние, да, как выглядит наша площадь. Так. Ну, это очень странные фотографии, я вам скажу, да. В общем, когда я посмотрела, я подумала, почему эта фотография? Есть Дед Мороз и, видимо, Чисхан. Ну, в общем, не знаю, у меня возник только этот вопрос, и все. Ну, ладно, пусть будет. Так, график, конкурсы. Так, здесь отображено конкурсный объект, ну, это понятно, площадь Ленина. Цель разработка концепции площади имени Ленина, да-да-да, но это все тоже понятно. Формат открытый всероссийский, двухэтапный. Так, и график конкурса. Конкурс начался 15 мая 2019 года и завершился 25 сентября 2019 года, да, почти полгода шел конкурс. Вот. И вот цитата Асена Сергеевича Николаева, да, он, кстати, был председателем жюри. Он говорит, площадь Ленина – это главная площадь всей республики. Она является олицетворением государственности. С ней связано множество событий на всем протяжении исторической жизни Якутии, которые определяли ее будущее. Конечно, ей необходим новый облик. Да, я с ним совершенно согласна. Да. Сейчас наш город развивается, растет, и даже элементарно только вот этот фактор уже вынуждает к тому, что какие-то реконструкции, какие-то изменения уже нужны. И если, конечно, например, спрашивать, когда я уже начала во всем этом, как сказать, копаться, выяснять все это, да, смотреть, что-то новое еще узнавать, да, помимо всего этого. Я для себя тоже задала вопрос, зачем вообще нам это надо, да, реконструкция площади Ленина, вроде и так все хорошо. Нет, нам все-таки это нужно, потому что когда мы говорим о городе Якутске, да, конкретно о городе Якутске, например, вы тоже можете мне сказать, что конкретно у вас ассоциируется с городом Якутском, да, то есть, например, Москва, сразу Красная площадь. Париж, Эйфелева башня. Ну вот что-то вот такое, да, нашему городу, столице Республики Саха-Якутия тоже что-то такое нужно, потому что, тем более, мы очень развиты, да, в плане туризма, в гастрономическом плане, да, то есть к нам можно поехать, и у нас свои блюда, свои рестораны, да, с традиционными блюдами, потом сувениры даже, да, и вообще наша культура, да, экосалон все. Я не говорю, что у нас в городе, поймите меня правильно, я не говорю, что у нас в городе нет красивых площадей. Они есть, просто они не ассоциируются у нас с городом, понимаете? У нас есть прекрасные природные достопримечательности, да, ну, что говорить уже о Ленских столбах, водопадах, да, просто шикарно, все шикарно, но они не могут ассоциироваться с городом Якутском. У меня, если город Якутск, я не могу их ассоциировать с Ленскими столбами. Ленские столбы я все-таки ассоциирую с Якутией, понимаете? Вот в чем дело. И также у нас есть очень хорошие музеи, есть театры. Ну, в общем, все хорошо, да, но вот для города нужно вот какое-то лицо, мне кажется, да, вот какая-то такая достопримечательность, которая вот будет ассоциироваться именно с городом Якутск.
центром Республики Саха-Якутия. Поэтому мне кажется, да, что вот реконструкция, именно поэтому, мне кажется, ну, я сама к этому пришла, к такому мнению, это мое субъективное мнение, что реконструкция нам необходима. Вот. Так, идем дальше. Ага. Призовой фонд, да, нам всегда, если какой-то конкурс, всегда интересно, да, какой был призовой фонд. Общий призовой фонд составлял 1 000 000 рублей. Финалист, занявший 3-е место, получил 200 000 рублей. И, конечно, к призовому фонду применялись все налоги, сборы, да, об этом мы уже не будем далее говорить. Финалист, занявший 2-е место, получил 300 000 рублей, и победитель получил 500 000 рублей. И также победителю предоставляется право на заключение контракта на разработку проектной документации и ведение авторского надзора за реализацией проекта. Ну, я вам по секрету шепну, что когда я готовилась к мероприятию, я узнала, что пока все еще контракт еще не заключен, да, с победителями. Так что ждем. Мне кажется, когда уже контракт будет заключен, все равно это уже появится в СМИ, да, уже конкретно, что все утвердили. Ну, мне понятно, почему до сих пор контракт не заключен, потому что проект, о котором я вам скоро расскажу, он очень масштабный, очень такой. Ну, для этого, во-первых, нужны деньги, да, большая сумма должна быть заложена, да, это все то же время. Потом проверки, там много надо проверок, что вообще возможно ли реализовать проект таким, каким видит автор, да, потому что мне кажется, что многие моменты там, возможно, им придется упростить, ну, просто потому что это физически невозможно в условиях нашего региона, скажем так, да, ну, мне так кажется, вот. Поэтому я думаю, там еще идут переговоры, ну, есть еще много факторов, которые на это влияют, поэтому, мне кажется, в скором времени мы узнаем, да, что они решили. Просто надо следить за этим СМИ. Так, статистика заявок на конкурс. 100 регистраций, 25 заявок, 47 компаний, 11 консорциумов, 14 индивидуальных участников, 9 городов участвовало, да. Так, тут даже представлены какие города. Рига, Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Новосибирск и из Якутска, конечно, тоже участвовали. Так. А теперь, и еще, опять же, возвращаясь вот к организаторам этого конкурса, да, Агентству стратегического развития «Центр». Опять же, их хочу похвалить. Так, это мероприятие не спонсировано, я просто высказываю свое мнение, да, свое субъективное мнение. Опять же, хочу похвалить их, потому что они для каждого своего проекта отдельно создают сайты. То есть под каждый конкурс, каждый проект имеет свой сайт, да, что мне тоже очень импонирует. Это прямо очень здорово, мне кажется, да, то есть от начала проекта они до проекта создали сайт, и по истечении времени они его, так сказать, постоянно обновляли, пополняли, и в итоге получился полноценный сайт, да, из которого, кстати, откуда я и взяла презентацию проекта нашего, да, который мы рассмотрим. Так, а пока до этого еще вот, кстати, заказчиками, да, кто выступил над заказчиками, давайте посмотрим. Партнеры, ну, это, соответственно, конечно же, это республика и городской округ, да, то есть, окружная администрация. Так, и заказчиками выступает целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия. Кстати, насчет целевого фонда, что я о них узнала, можно сказать, да, я тут даже себе немножко выписала. Целевой фонд будущих поколений имеет 26-летний опыт работы с органами исполнительной власти, общественными организациями и бизнес-структурами, выступая в качестве исполнителя, донора, грантополучателя, распределителя целевого финансирования программ и проектов республиканского значения.
в том числе целевая программа «Во имя будущего» на 2016-2020 года. Угу. Так, интересно, да? И вторым у нас будет, так, минуточку, мне что-то плохо видно. Угу. И вторым заказчиком у нас выступает, сейчас она загружается, Центр компетенций по вопросам городской среды «Лето». Да? Что я о нем узнала? Так, это региональный центр компетенций по вопросам городской среды. Он был создан в 2019 году, 1 февраля, да? То есть почти так же, прямо до конкурса, можно сказать, да? Так, центры компетенций по вопросам городской среды – это региональные образования, которые активно формируются во всех регионах России в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды Минстроя РФ. Так, ясно. Главная задача центров компетенций – это улучшение качества среды в городах, поселениях, комплексное развитие территорий, повышение индекса качества городской среды, благоустройство общественных пространств, разработка дизайн-кодов, работа с местными сообществами, охрана и восстановление территорий и объектов природного, исторического и культурного значения. Центр компетенций «Лето» – это площадка, которая собирает вместе архитекторов, планировщиков, исследователей, администрацию, предпринимателей и местное сообщество. Кстати, сейчас эти центры действуют в 60 регионах России, и где-то они планируют в начале 2022 года, они должны действовать уже во всех субъектах Российской Федерации. Так? Ну вот, весьма интересно. Вернемся обратно к нашему сайту. Надеюсь, все хорошо вам видно. Если что, пишите, говорите, что что-то не так. Так, заходим на сайт конкретно конкурса. Вот, да, о чем я вам до этого еще говорила. Открытый всероссийский конкурс на создание концепции площади имени Владимира Ильича Ленина. Так, ну тут условия конкурса, приглашение к участию. Сверху можно сразу результаты, сразу, то есть можно сверху тут есть небольшой, так сказать, пульт, по которому можно сразу, например, пойти к тому, что вас больше всего сразу интересует. Итак, тут тоже представлены, да, наши заказчики, партнеры. Так, все понятно. Результаты конкурса. Итак, первое место занял консорциум Туймада, да, под лидерством ТПО «Резерв». Да, это московская компания. Также к ним члены консорциума входили Якут-проект и ЛСТК-проект. Да, это наши якутские компании, скажем так. Я их тоже пыталась пригласить. Не думайте, что я не пыталась их пригласить, но они сразу отказались. Поэтому, ну, в общем, отказались и отказались. Не буду даже это комментировать. Итак, консорциуму Туймада мы потом более подробно, да, все это посмотрим. Меня сейчас интересует вот занявшие второе место. Да? Это консорциум под лидерством «База-14», да, то есть якутская компания. И в члены консорциума также входили компании из Москвы и Казани. Интересно, да? Так, краткое описание концепции. Главная идея проекта – синтез самобытной культуры Якутии и уникального природного окружения. На площади появятся холмы, символизирующие сопки, где будут высажены растения со всей республики. В центре площади Мощения предполагается разместить сухой фонтан в форме спирали вечного якутского календаря, образ которого символизирует неразрывную связь с традициями и культурой народа Саха и динамичным развитием Якутии. Да? Тут есть фотографии, ну, в смысле, не фотографии, картинки, можем их посмотреть, да, ну, я их уже видела, посмотрела я. В принципе, очень даже симпатично, мне кажется. Но, опять же, не хочу никого обидеть, но я так подумала, да, я посмотрела, мне все казалось, что мне это напоминает, что-то такое. И я вдруг поняла, если бы в «Властелине
колец, да, хоббитов шил, да, и он, если бы он развивался дальше, и развитие переросло бы в город, да, и деревенька переросла бы в город, мне кажется, площадь выглядела бы вот именно вот так. Да, вам так не показалось? Потому что вот все эти вот эти колоночки, да, вот то, что тут лебедь плавает, островки зеленые, потом вот эти зеленые, как сказать, вот навесы, где можно сидеть, да, ну вот все как-то, не знаю, что мне так напомнило, да, вот. И третье место. Это консорциум 32 мая под лидерством архитектора Евгения Леонова, да, московского архитектора. В члены консорциума также входили компании из Риги, две компании из Риги, из Якутска, АП Беркин и Татьяна Корниенко, тоже архитектор из Москвы. Угу. Так, краткое описание концепции. Концепция площади ориентирована на то, чтобы сделать ее местом встречи людей с культурой и превратить в карту планеты Олонхо. Предполагается накрыть площадь покрывалом, сотканным из якутских гор и рек, вплести в него сеть общественных пространств, разместить на площади скалодром, амфитеатр, фонтан. По периметру будут размещены зоны отдыха, край Якутии, пик Победы, карьер Мирный, Ленские столбы. Основная идея разработчиков сделать так, чтобы площадь могла говорить. Угу. Тоже очень хорошее описание. Ага. Видите, тут уже, видимо, для проведения различных массовых мероприятий, да, так они видят. Так, дальше вот сама как площадь будет выглядеть. Видимо, тут будет много дерева, они много здесь используют, да, много деревянных покрытий. Так, дальше, что мы здесь можем увидеть? Ну, вот это я даже не знаю, что это. А вот это, видимо, под карьер Мирный, да? Имеется в виду вот именно вот это, да, как карьер Мирный. Он уходит вниз, и, видимо, тут уже могут уличные музыканты выступать, здесь люди могут сидеть, да, по кругу. В общем, тоже, мне кажется, очень достойно, интересно. Вот мне очень понравилась зимняя вариация, да, вот это такая, вот сначала вот летней, как сказать, на летней картинке, где изображение лета. Мне было непонятно все-таки, что это будет, что это. Но здесь, но в зимний период, видите, это превращается в такую горку. Ну, просто чудесно, мне кажется, да. Но я как-то в сравнении с победным проектом, да, потом мы его увидим, и вы тоже поймете, я понимаю, почему они не смогли претендовать на первое место, второе и третье места. Они тоже очень хорошие, очень красивые проекты, но тут дело в том, что здесь нет каких-то конкретных такого знакового чего-то, да, которое я потом в победном проекте, да, консорциума Туймада вам покажу. Хорошо, я к этому еще вернусь, если не забуду, конечно. Так, это мы посмотрели. И да, так, здесь еще есть видео заседания жюри, выбор победителя, да, как это было. Тут 3-часовое видео, которое мы сейчас посмотрим. Нет, я шучу, конечно, мы смотреть это видео не будем. Если вас заинтересует, да, вся эта тема, вы можете сами потом посмотреть, да. Опять же, эта компания «Центр», она все фиксирует не только вот на сайте, да, у них есть также свой YouTube-канал, куда они заливают вот такие видео, какие-то информативные моменты, да, все они туда заливают, можно спокойно там тоже посмотреть. Так, все очень здорово, там не одно видео, там несколько, так что можете все посмотреть потом сами. Так, опять же про конкурс тут немножко. Но мы это уже смотрели, график тоже мы уже видели. И тут еще представлены новости, да, вообще все, что касалось об этом конкурсе, вся информация, да, где что печатало, что выходило, да, может тоже здесь посмотреть, почитать, тоже интересно. Здесь есть небольшая галерея фотографий, да, мы можем тоже это посмотреть быстренько. Видите, уже идет защита, видимо, одного из проектов. Сидят члены жюри. Вот, Арсений Сергеевич председатель. Так,
Вот, все как все проходило, да, там в процессе конкурса еще проходило несколько вебинаров, возможно, это один из них, да. Так, дальше спускаемся, и нам интересно, кто же был у нас в жюри, да, жюри конкурса. Как я уже говорила, глава Республики Саха-Якутия Асен Николаев, ну это логично. Так, потом Сардана Авксентьева, экс-мэр, да, но на тот момент она действующий мэр города Якутска, тоже понятно, да, это логично. Так, Ирина Алексеева, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия, главный архитектор республики. Так, все логично. Так, Яков Ефимов, председатель постоянного комитета Государственного собрания и Тюмени Республики Саха-Якутия по строительству, ЖКХ и энергетике. Все логично. Так, Михаил Керемясов, заместитель генерального директора некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений» республики, да, это наш заказчик, помните, представитель, да, заказчик. Наш заказчик. Так, затем Терентий Корнилов, директор инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета имени Михаила Кирилловича Мосова. Так, понятно. Александр Ложкин, советник мэра города Новосибирска. Да, ну тут я сразу уточню момент, что на момент вот этого, когда уже выявляли победителя, да, конкурса, когда проходил как сказать, саму презентацию, когда они презентовали, потом выявляли победителя, и где-то в ноябре, по-моему, в ноябре Александр Ложкин, он стал первым главным архитектором города Новосибирска. Поэтому его присутствие здесь тоже логично. В общем, да, меня спросите, при чем тут советник мэра города? Нет, он на тот момент был советником мэра города, и буквально через месяц, что ли, он уже стал главным архитектором города Новосибирска. Так, поэтому тоже понятно. Сергей Местников, генеральный директор некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений» республики, да, тоже заказчик. Александр Острогорский, журналист и преподаватель Московской архитектурной школы «Марш». Так, ясно. Анна Петрова, заведующая кафедрой дизайна Арктического государственного института искусства и культуры. Так. Семен Сергеев, главный архитектор нашего города Якутска, да, и начальник управления архитектуры и градостроительной политики. Так, Мария Скрябина, руководитель Центра компетенции по развитию городской среды Республики Саха-Якутия «Лето», да, это тоже наш заказчик. И Прасковья Смышляева, эксперт первой категории госэкспертизы Республики Саха-Якутия. Да, то есть они все проектные документы, да, все проходит уже через них потом. Поэтому тоже понятно, логично, почему она здесь. Так, инфопартнеры, все. И вот и все, да, по самому сайту конкурса. И сейчас самое интересное, мы подошли к самому проекту. Победному проекту. Сейчас, минуточку. Надеюсь, всем видно, да? Концепция площади имени Ильича Ленина. Это они заняли первое место. Это консорциум Туймада, да, ТПО «Резерв», также Якут-проект и ЛСТК-проект. Все. Так, спускаемся дальше. Так, все ясно. Ой, тут чудесная фотография, да, строительство площади Ленина, да, то есть это еще в моменте, когда он только начал, когда город только начал развиваться в город, и строительство площади. В общем, фотография такая историческая, очень хорошая, интересная. Так, ладно, идем дальше. Так. Обоснование ключевой идеи благоустройства площади имени Владимира Ильича Ленина. Да? И что они там говорят? Столица республики Саха, город Якутск, основанный в 1632 году, является не только историческим, научным и транспортно-логистическим центром Сибири и Дальнего Востока, но и центром арктической культуры и духовности.
Народный эпос Аланхол, признанный ЮНЕСКО объектом мирового наследия, и другие источники духовной культуры коренного населения Якутии в настоящее время являются базовыми элементами циркумполярной цивилизации, философской основой существования в экстремальных условиях приполярных территорий. Так, и что здесь меня здесь заинтересовало, да, тот факт, ну, тут все очень хорошо расписано, да, говорят о значимости, да, о том, что почему площадь Ленина именно, да, нуждается в какой-то такой реконструкции. И они говорят, что в сложившейся планировочной структуре Якутска площадь Ленина занимает центральное место, да, и является общественным пространством республиканского значения, да, где проводятся различные массовые мероприятия. И также на это влияет географическое расположение площади, они говорят, да, в связке с другими общественными пространствами города. Так, ну, это все понятно, да? И меня тут заинтересовало то, что, оказывается, площадь Ленина в Якутске является одной из самых больших площадей в Евразии, да? Вот это мне показалось очень интересно. Видите, площадь Ленина в Якутске 203 метра и 260 метров в длину, да? По-моему, очень достойно. И в сравнении тут еще привели в пример площадь Святого Петра в Риме, да, сколько он, 190 метров, 270 метров. Площадь Вегавес в Париже, да, но она даже такая маленькая. Пласа Майор в Мадриде 120 на 82 метра, да, совсем малюсенькая, скажем так. И Красная площадь в Москве 126 метров на 332 метра. Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге 292 метра и на 222 метра. И самая большая площадь – это площадь в Пекине, Таньаньмэнь называется, 300 метров на 868 метров. Да, интересненько. Так, идем дальше. Вот, концепция благоустройства площади. Так, для формирования пространства площади мы предлагаем использовать геопластику, то есть изменить конфигурацию площади за счет формирования искусственного рельефа вдоль основных продольных осей площади. Это позволит создать ориентацию нового пространства от Дома правительства номер 2 к детской школе искусств и создаст приватную зону для Дома правительства номер 1. Искусственный рельеф позволит создать и спрятать дополнительные места для автомобилей со стороны улиц Аммосова и Кирова, позволит создать полноценное озеленение в форме круглых лужаек вдоль этих улиц и ландшафтные амфитеатры для посетителей площади, которые могут использоваться как при организации массовых мероприятий, так и для отдыха горожан. Да, то есть сейчас у нас площадь вот такая, они предлагают, используя вот этот геопластик, они предлагают приподнять по краям, да, и вот здесь внизу будут уже организованы парковочные места для машин, да, специальные. Там я еще читала, по-моему, они хотят туда еще какие-то утепленные туалеты, чтобы там были. Вот, ну, интересно. Интересно. Так, следующим шагом создания площади самоштабной с человеком должно быть устройство кольца, ожерелье в центре образовавшегося пространства. Внутри кольца образуется круглая площадь, которая была бы индифферентная к окружающей застройке, если бы не намеренная сбивка внутреннего кольца в сторону Дома правительства номер 2. Чтобы подчеркнуть художественный образ кольца ожерелья, в бетонной скорлупе кольца устраиваются круглые отверстия разного диаметра. Образ ожерелья родился из осознания значимости серебряных украшений в культуре Якутии. Да, действительно, серебряные украшения носят у нас такой сакральный характер, да, для жителей республики. Помимо, как сказать, прикладного значения, да, эти украшения, они выполняли еще несколько функций, главной из которых, что они выступали оберегами и также декларировали социальный статус, да, социальный статус владельца.
серебряных украшений, да, видите, вот серьга, все, и это, мне кажется, очень символично, да, что Якутия у нас женского рода, Якутия, она вот в центре, да, как лицо Якутии, она оделась вот в ожерелье, да, одела такое красивое ожерелье на себя. Мне кажется, это очень символично, очень, очень красиво они придумали, да. Так, вот оно так, это символизирует у нас ожерелье серебряное. Так, идем дальше. Еще один значимый образ культуры и истории Якутии – это петроглифы Средней Лены. Нанесен просичным рисунком на поверхность кольца ожерелья. Видите, они нанесены петроглифы, да? Я как-то немножко, когда я увидела этот проект, я сразу, конечно, заинтересовалась этим, да, мне показалось это очень весьма интересно. И у нас в библиотеке, да, есть книги Алексея Павловича Окладникова. Да? Потом, возможно, после мероприятия, если еще останется время, я вам поближе покажу эти книги. Они доступны у нас в библиотеке, да, вы можете по предварительной записи записаться к нам и получить их, да, посмотреть, почитать, как я. Очень интересно тут все написано, да, вообще всем, кто этим интересуется. Я уже, мне кажется, если поеду в Ленские столбы в следующий раз, да, я уже буду как-то совсем по-другому ко всему к этому относиться, да, уже как-то иначе все это будет для меня выглядеть. И что тут? Я еще тут, когда книги прочитала немножко, да, ну я поверхностно, конечно, ознакомилась с этими трудами, да, и я кое-что для себя здесь даже немножко выписала. То, что, кстати, что наскальные изображения, да, вот Великосибирской реки Лены Окладников счел возможным разделить на две территориальные группы, а именно писаницы Верхней и Средней Лены, да, вот это Верхней, да, Окладников, вот Верхней Лены отдельно, и петроглифы Средней Лены, да, он написал эту книгу вместе с Запорожской Верой Дмитриевной, поэтому можете это почитать, да. И вот здесь вы видите изображение лося, да, такого зооморфной такой фигуры лося. Они всегда преобладали, да, в таких наскальных изображениях, потому что образ лося, самого крупного животного сибирской тайги, занимал центральное место в верованиях и обрядах древних лесных племен. Он же господствовал в первобытную эпоху в репертуаре образов наскального искусства. Изображения этого зверя обнаружены не только на скалах, но и в мелкой пластике лесных племен Северной Азии. Культ лося, когда-то имевший широчайшее распространение среди таежных охотников, согласно этнографическим свидетельствам, сохранился до наших дней. Да? Очень интересно, мне кажется. Если вас это заинтересует, также вы можете еще рекламно, да, фонда библиотеки, можете также еще посмотреть книгу «По следам древних культур Якутии». Да? Но она вообще очень хорошо написана таким доступным языком. Мне тоже очень понравилось, я немножко его посмотрела. Если вас заинтересовали эти книги, знаете, где их найти. Так, идем дальше. Тут самое интересное, да, что вот эти петроглифы будут нанесены, они будут сквозными. Да? И в солнечную погоду сквозь просечный рисунок будут проникать лучи солнца, создавая на поверхности площади игру света и тени. Боже мой, мне эта идея так понравилась, она такая... Ну, я люблю вообще игру света и тени, да, вообще разные цветовые решения мне нравятся, да, всякие, да, какие-то нестандартные, вот такое все. Мне кажется, это просто очень интересно, очень... Ну, в общем, как-то они затронули мою душу с этой идеей. Итак, дальше.
Дальше идем так. Вообще тема круга присутствует во многих образах якутской мифологии и в древних изображениях, соединяя таким образом современное сознание с вековым прошлым. Круг – символ совершенства, бесконечные линии, замыкающие время и пространство. Площадь Ленина – главная событийная площадка Якутска. Однако наша задача состоит в том, чтобы не только события вызывали интерес жителей города. Круглая площадь внутри кольца – уникальное пространство, обладающее принципиально новыми качествами. Это мультифункциональная, объемно-пространственная среда, отвечающая всем требованиям современного общественного пространства. При этом ассоциативно круглая площадь отправляет нас к образу круга солнца, основному символу национальной культуры Якутии. Саха в переводе с якутского значит белый, солнечный, и, возможно, поэтому якуты считают себя детьми белого солнца. Изображение белого круга солнца присутствует в характерных национальных украшениях, талисманах, оберегах, на флаге и гербе республики, да, написали они. И это действительно, то есть это не только ожерелье, это символ круга, символ солнца, и что говорить уже и о нашем традиционном танце асофой, да, обрядовом танце асофой, тоже танец поклонения солнцу, да. То, что все это так символично продумано, не как-то, что, тем более учитывая, что это как бы во главе с московской компанией, они так, как сказать, с таким уважением и этим подошли к нашей культуре, да, к нашему духовному самосознанию. Мне кажется, ну, в общем, этот проект, сразу скажу, меня покорил этим, да. Так, идем дальше. Так, внутри круга что будет? Для того, чтобы подчеркнуть значимость центральной круглой площади, мы предлагаем создать внутри круга мощение в форме древнего национального календаря народа Якутии. Вместо отверстий, символизирующих дни года, устанавливаются металлические таблички с QR-кодом. Любой желающий, найдя свой день рождения или другой важный для него день, может, поднеся смартфон, считать информацию об этом дне, как это было на отрывных календарях. Помните, такие отрывные календари, и там сзади очень много информации, да, об этом дне было написано. И эта информация, и эта идея просто взорвала мой мозг. Это просто, не знаю, шикарная идея, мне кажется, да. То есть и вообще, с точки зрения того, что вот, например, я приду на площадь Ленина, да, то есть я могу там еще чем-то заняться, да, помимо того, что я там встречусь с друзьями, погуляю, да, просто полюбуюсь на игру теней и света, да, в солнечный погожий день. Но при этом я смогу, да, как это все они как-то очень хорошо переплели, да, используя свой телефон, найти информацию о важном для меня дне, да, о моем дне рождения, не знаю, о дне замужества, о дне рождения мужа, да, мне кажется, это вообще супер идея. И самое, что интересно, действительно, сразу с точки зрения библиотекаря, да, как я являюсь библиотекарем, я сразу подумала, что вот видение вот этой информации они должны дать нам. То есть мы должны иметь какое-то отношение к этому, да. То есть, мне кажется, информация там внутри, да, если я по QR-коду что-то найду про свой день рождения, что там было, мне кажется, будет вообще идеально, если она, например, ежегодно будет как-то пополняться, иногда обновляться, или что-то новое, да. Мне кажется, это вообще такое огромное поле, да, для деятельности, для всего. Вообще там можно что угодно. В общем, боже, эта идея взрывает мой мозг до сих пор. Я как-то об этом думаю, и я прямо думаю, боже, если они даже будут упрощать этот проект, да, как-то что-то от чего-то откажутся, что-то это, какие-то будут переговоры. Боже мой, если вы меня услышите, оставьте вот это. Главное, вот это, чтобы вот этот наш якутский календарь, да, вот с этими QR-кодами, чтобы он был. Боже, это просто, ну, идея просто шикарная. Просто шикарная. Возможно, я в чем-то не вижу каких-то минусов, еще чего-то. Но, боже мой, идея шикарная. Да? Так что вы уже, наверное, поняли. Я как-то прямо, как сказать, я в этом вижу не только, что вот
О, супер идея. В этом я еще вижу то, что как это может иметь какое-то отношение к библиотекам, да, то есть с моей библиотечной работы я могу иметь к этому какое-то отношение. И это меня тоже очень радует. Так что идем дальше. Так. Внутри круга должна появиться вертикальная доминанта с гербом республики. Эта доминанта может иметь функциональное наполнение, быть аналогом Парижской Эйфелевой башни или Лондонского колеса обозрения. Здесь можно использовать вертикальный лифт непрерывного действия со множеством кабинок типа Патерностер. С верхних точек 60-метровой иглы доминанты будет открываться великолепный вид на весь город и на пойму реки Лена. При этом герб Республики Саха поднят еще выше и располагается на вершине. Да? Вся высота иглы составляет 80 метров. Игла представляет собой ажурную легкую металлическую конструкцию с ядром в виде эвакуационной и технологической лестницы. Да? И вот мы тоже видим это. Так, минуточку, давайте-ка я сделаю вот что. На весь экран, да? Мне кажется, так будет лучше. Угу. Так, и вот они приводят пример, да, вот это вот доминанта, и вот Лондон, да, лондонский глаз, Париж, Эйфелева башня, да, о чем я вначале говорила, да, вот насчет, вернемся обратно к тем проектам, которые заняли 2-3 место, да. Нет, они тоже по-своему уникальные, интересные проекты. Я ничего не имею против них, но в них нет вот именно вот чего-то такого, чего-то, что было бы таким. Так, тут мне написали, повторно включите демонстрацию экрана, а то завис. Пожалуйста, кто-нибудь включите свой звук и скажите, все вам видно хорошо, или я сижу и просто так говорю, а экран завис. Экран завис. О, Боже, и где вы отстали? На каком слайде экран завис? Сейчас, минуточку. Вообще весь проект вы посмотрели, да, фотографии, все было видно или нет? Вообще демонстрации вот этого не было видно? Пожалуйста, выйдите со мной на связь. Так, демонстрацию экрана приостановлена. Сейчас я заново постараюсь. Угу. Так, приношу свои извинения. Сейчас я вам включу проект заново, да? Угу. Все, теперь видно, да? Я надеюсь. Да, видно, ага. Хорошо, спасибо большое. Здравствуйте. Так, отлично. Ну, я тогда уже по-быстрому, да, пройдусь. Вот эта фотография, о которой я говорила, да, что строительство площади Ленина, да, историческая фотография в начале. Вот. Потом насчет о том, что площадь Ленина в Якутске является одной из самых больших площадей в Евразии, да, тут даже видно, привели пример, да, разные площади, как они, где. Вот. Самая маленькая – это Пласа Майор в Мадриде, да, потом площадь Вегавес в Париже, и самая большая площадь Тяньаньмэнь в Пекине, да. Так, дальше идем. Вот. Здесь я говорила, вот как сейчас выглядит наша площадь, потом дальше с помощью геопластика, они хотят поднять вот эти края, сделать вот такими, да, чтобы здесь у нас уже открылись новые парковочные места для автомашин, и еще я читала, что они где-то здесь тоже внизу хотят устроить, ну, чтобы существовали какие-то утепленные туалеты, да, ну, тоже очень интересная идея, да, если получится. Вот насчет ожерелья, да, круг в форме ожерелья. Об этом я тоже вам говорила, да, что
для нас это имеет такое сакральное, то, что они подошли к этому моменту, к разработке дизайна всего проекта, да, с архитектурной точки зрения, они как-то очень уважительно подошли к нашей культуре. Поэтому я об этом тоже говорила, да. Сейчас я вам тоже просто буду уже показывать. Вот это насчет петроглифов, да. Здесь будут, на этом ожерелье будут нанесены петроглифы, они будут сквозные, то есть свет будет проникать сквозь них, тем более сейчас, да, летом, когда у нас такое жаркое лето, такое солнце, оно стоит прямо с утра до ночи, да, игра света и тени будет шикарно. Вот здесь представлено уже на примере, да, как это будет примерно выглядеть. По-моему, очень интересно. Интересная задумка. Так, дальше. О том, что вот этот круг, он символизирует не только ожерелье, да, это символ круга, символ солнца, да, что саха в переводе означает белый, солнечный, и, возможно, поэтому, да, что мы считаемся детьми белого солнца. И я тут еще сказала, что наш танец поклонения солнцу, да, асохой, все это как-то влилось в единый символизм, можно так сказать. Поэтому об этом я тоже здесь говорила. Вот идея насчет якутского календаря, да, внутри вот этого ожерелья, да, такой конструкции, это будет такая конструкция навесная, да, вот это в виде ожерелья, а вниз, где асфальт, будет нанесен вот такой в виде якутского календаря, да, и вместо точек там будут металлические таблетки, да, из нержавеющей стали, по-моему, там были, с QR-кодами, да, и там с помощью своего смартфона можно найти там значимый для себя день и узнать про него что-то, да, что какие-то праздники в этот день проводятся, или еще что-то, да. Помните, в этих календарях там еще было что-то такое, типа День благоденствия, что-то. Ну, в детстве я как-то любила читать эти, но сейчас уже, конечно, я уже ничего не помню. Ой, время у нас заканчивается. Так, давайте-ка я быстренько буду сворачиваться, да. Так, вот эта идея, в общем, меня потрясла, она шикарна вообще. Так, потом мы пришли к стеле, да, вот то, что будет, они хотят построить вот вертикальную доминанту, да, здесь будет сверху герб нарисован, и они хотят, чтобы она имела, как сказать, ну, как круг обозрения, ну, как это, господи, я тороплюсь, и теперь начинаю забывать слова. То есть сюда можно будет, в эти лифты люди могут ходить и лицезреть город, да, совершить птичьего полета. Идея, конечно, хорошая, но мне кажется, насчет нее она вряд ли воплотима, да. Так, и тут привели еще пример, да, Москва, Останкинская башня. Что я вначале говорила, что остальные проекты тоже очень хороши, но здесь хорошо тем, что оно будет, знаете, вот этот именно выделяться, что у нас будет своя какая-то стелла, и вот эта вертикальная доминанта у нас появится, да, с гербом. Ну вот это все, вот насчет этого я говорила, что почему проект он такой. Так, дальше, здесь еще вот будут вот где кружочки, да, здесь будет, я уже зачитывать, наверное, не буду, здесь в летнее время будет сухой фонтан, то есть отсюда сверху будет литься водичка, да, что можно будет, дети могут играть, да, очень здорово, вообще все могут освежиться, да, пройти под небольшим ливнем, да, так сказать, и вода будет уходить, да, уже внутрь, но это мы в технические эти дебри уходить не будем, да, как это будет там внутри, просто они предлагают, что она будет, вместо фонтана будут такие сухие фонтаны. А в зимний период, да, круг, он будет обогреваться инфракрасными лампами, да, то есть в холод, когда ты куда-то идешь по дороге, да, под этим кругом можно будет немного постоять, согреться, да, свидание назначают на площади Ленина, да, мужчина может ждать свою возлюбленную прямо под кружочком, да, и не бояться, что он замерзнет. Тоже очень интересно, но мне кажется, от инфракрасных вот этих... Ой, я короче, от позитива ухожу какой-то этот. Нет, я не буду говорить, что они откажутся от него, но почему-то мне так кажется, но будем надеяться на лучшее, что это все будет, что это все воплотится.
Так, дальше тут будут, предлагают они использовать мобильные модули, да, для торговых павильонов специально. Они будут, видите, вот они будут по-разному так моделироваться, и специальное там будет храниться под одним из кружочков. Так, на этом я долго не буду заострять свое внимание, потому что время меня поджимает. Так, здесь представлен ситуационный план, да, площади Ленина, как он к городу относится. Видите, он прямо в центре у нас. Ну, действительно. Так, анализ городской среды был по отношению к торговым пространствам, да, к объектам культуры, как расположен площадь Ленина. Так, пешеходные связи, ну да, действительно, почти все эти у нас проходят через площадь Ленина. Так, и ожерелье общественных пространств, да, видите, вот, то есть площадь, Комсомольская площадь, сквер цирка, все остальное, короче, да, и по отношению к нему мы вот площадь Ленина прямо в кружочке. Так, мне было очень интересно увидеть вот эти эскизы, да, эскизы, как они создаются, да, прямо очень, ну, очень интересно тоже, можете потом посмотреть, сами скачать проект, тоже посмотреть. Схема расположения проектов, да, как это все будет выглядеть, на этом я тоже не буду заострять внимание, и сразу вот подойдем к тому, как оно будет выглядеть, да, все это. Видите, тут просто вот шикарно. Тут еще, где ДШИ, тут они хотят установить специальные еще дополнительные, как сказать, в общем, дополнительные элементы, чтобы они, когда летом на солнце, они создавали дополнительные блики сзади, да, площади. Тоже, мне кажется, очень интересно. Здесь тоже что-то было, я уже так начинаю торопиться, уже не вспомню. Я, кстати, не очень поняла, что это по итогу, да, мне самой было бы интересно узнать конкретно, что это. Ну, там что-то было написано, но, в общем, я как не смогла это до конца сама понять. Вот видите, здесь приподнято, здесь внизу парковочные, внизу вот этот. И идем дальше. Тут еще будут, видите, специальные, как сказать, модули, под которыми можно будет отдыхать, да, сидеть с детьми, да, под солнцем. И еще также будут какие-то специальные места для, вот, для роллеров, для велосипедистов и все остальное, да. Так, смотрим вот с высоты, да, как это все красиво выглядит. Шикарно, по-моему. Так, еще тут высотная доминанта площади, да, она где-то будет 85 метров. И, например, в Санкт-Петербурге, да, Дворцовой площади, да, и доминанта, она в 47,5 метров, например, я точно знаю. И самая высокая это Вашингтон, монумент Вашингтона, это 169 метров, да, то тоже можно внутрь забраться, кстати. Так, дальше, ну это я тоже не буду уже заострять внимание. Видите, это летом сухие фонтаны, о которых я говорила, как они будут выглядеть. Прямо очень симпатично. Так, дальше идем. Вот, на том ожерелье круга будут еще нанесены якутские обереги, да, мощение площади. То есть по кругу они будут нанесены. Тоже, мне кажется, очень интересная задумка, да. И, например, вот этот оберег, это шип шиповника, да, оберег защиты ребенка. Это оберег благословения, да. И тоже возвращаясь к книгам, я немножко вот это, что значит эти обереги, я посмотрела с помощью тоже наших книг, которые у нас есть в библиотеке, да. Оюр, огор, джарагасилик, слоптатан бхары, символы бытия и знаки благословения, да, книги, узоры шитья, якутские орнаменты, да. Если вас интересует вся эта тема, у нас тоже очень много книг имеется, да, в краеведческом отделе нашей библиотеки. Тоже обязательно запишитесь и можете посмотреть, да. Остальные значения вы можете там сами увидеть. Тоже не буду на этом останавливаться. Так, здесь схема уже освещения, да. Какое будет освещение? Ну, все ясно. Так, вот зимой вот так будет выглядеть площадь. Дальше опять летняя картинка. И они предлагают сценарий
использование пространства, как они видят, да, официальные мероприятия, концерты, фестивали, то есть здесь, да, устанавливается вот этот под колонной прямо подиум устанавливается, и вот люди, скопление людей. СССР, Новый год, да, то есть здесь будет елка, и по кругу люди будут. Так, это зимний период, тоже как будет площадь с этого края выглядеть. Также ярмарки, праздники, мастер-классы, да, вот эти модульные, вот эти, на которых я почти не останавливалась, они будут вот так установлены, и люди будут, скопление людей будет вот так происходить, они предполагают. А выходной день недели уже вот такое хаотичное движение будет на площади. Так, с этого угла площадь будет вот так выглядеть, видите, уже убирать свет и тени будут вот так ходить. Опять же, про модульные вот эти, да, они будут собраны, видите, под этим навесом. Все эти модульные. Вот как будет выглядеть площадь. Вот здесь будут собраны вот эти все модульные для... Господи, я забыла, в общем, название. Они будут собраны все здесь. Ну, в общем, смотрим дальше. С этого края. Мне кажется, очень достойный троек, очень красиво. Так, здесь люди почему-то ходят по автомобильной дороге. Почему они ходят по пешеходке? Так, ну ладно, не будем на этом тоже заострять внимание. Вот. Здесь, по-моему, уже остались только одни фотографии, насколько я помню, с разных углов. Вот зимой, да? Ой, очень красиво, как это могло будет выглядеть. Вот, Герб республики. Ну, по-моему, здорово. Все. Останавливаю демонстрацию экрана. Так, возвращаемся ко мне. Ну что ж, я уже даже превысила наш лимит. Надеюсь, вам было интересно. Всем до свидания. Пока.